образования, колледжей и училищ. Основные задачи – повышение качества обучения, улучшение подготовки педагогов и создание современных условий для школьников и студентов колледжей. Второе ведомство – Министерство науки, высшего образования и инноваций возьмет под свое крыло вузы, научные учреждения, инновационную деятельность и сферу интеллектуальной собственности. Министерству предстоит наладить связь между наукой и экономикой, расширить поддержку молодых ученых и сделать науку движущей силой развития страны. Но если в дальнейшем, после разделения, каждое министерство будет делать фокус на своем направлении, я думаю, что у нас результаты будут еще лучше. И наконец-то те вопросы, или проблемы, которые уже длятся годами, это на уровне школьного образования, это нехватка школ, нехватка учителей, нехватка учебников, пособий, наконец-то, думаю, решится. Да? С момента обретения независимости система образования Кыргызстана оказалась перед рядом структурных вызовов, многие из которых сохраняют актуальность и сегодня. Одной из ключевых проблем стало несоответствие образовательных программ и качество подготовки специалистов по международным стандартам. На протяжении десятилетий система страдала от хронически низкой заработной платы педагогов, что в свою очередь привело к оттоку квалифицированных кадров из сферы образования. Дополнительным фактором давления на систему стали демографический рост и внутренняя миграция. Перемещение населения из сельских районов в города вызвало перегрузку школ в мегаполисах и обострило проблему нехватки инфраструктуры и кадров. На этом фоне последние годы образование и наука становятся приоритетными направлениями государственной политики, учитывая стратегическую значимость этих сфер. Дети должны воспитываться очень качественно в детском саду, дать достаточно хорошее воспитание. В школе также дать очень хорошее образование, приближенные к получению будущей профессии. И точно так же второе министерство, это Министерство науки и высшего образования, это сейчас государство сегодня обращает внимание к науке. Наука – это в целом прогресса, развитие прогресса, а также как бы локомотив экономики в целом государства. Поэтому во всех цивилизованных странах наука стоит на первом месте. По мнению специалистов, если реформу будут сопровождать инвестиции и конкретные шаги по модернизации, Кыргызстан сможет сделать серьезный рывок в сфере образования и науки. Разделение функций между двумя ведомствами эксперты называют логичным и своевременным. Для развития отрасли нужно создать сначала условия. Благодаря главе государства в Национальной академии провели капитальный ремонт повышенной заработной платы на 100%. Это символ того, что государство начало уделять особое внимание науке. Надеемся, что новое Министерство науки, высшего образования и инноваций продолжит инициативу по развитию сферы науки в нашей стране. В целом, практика разделения министерств на отдельные ведомства по образованию и науке широко распространена во многих странах мира, включая государства Центральной Азии. Такой подход позволяет более четко разграничить функции, определить приоритеты и сосредоточить ресурсы на решении специфических задач в каждой из сфер. В странах-соседях, таких как Казахстан и Узбекистан, аналогичные реформы уже были реализованы. Разделение полномочий позволило не только повысить управляемость, но и привлечь внимание проблемам, которые ранее оставались в тени из-за универсального характера единого ведомства. Для Кыргызстана такой шаг может стать основой для выстраивания более эффективной системы управления при условии четкой координации между двумя новыми министерствами. Это требование времени. Раньше, если обратиться к истории нашего государства, при Советском Союзе это 3 ведомства было. Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования. И, кроме того, был профессионально-техническое образование, которое курировал Государственный комитет по профтехобразованию. Вот оттуда и идет вот эта идея разделения, потому что со временем в Кыргызстане росло количество детей, которые дошкольного и школьного образования, потом вузовского образования и так далее. В этой части мы должны уже переходить от количества к качеству. Также в рамках указа президента Садыра Джапарова преобразуется и Национальная аттестационная комиссия. Теперь она станет высшей аттестационной комиссией при новом Министерстве науки. Это позволит усилить контроль за присуждением научных степеней и качеством исследований. Айзерик Ахматова, Улукбек Абдиев, Алато 24. Итоги недели.